друзья, в эфире программа, где мы учимся понимать язык своих детей, своих друзей, своих коллег. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами мы, Лена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить наших сегодняшних участников. Сегодня вместе с нами играют сотрудники службы новостей телеканала «Якутия-24» против телезрителей. И я с удовольствием представляю первую команду. Это наши коллеги, корреспондент Галина Чекурова, а также телеведущие звезды якутского телевидения Валерия Наумова и Сергей Михедов. Друзья, очень рады вас видеть в нашей студии, таких красивых, ярких и не в костюме, как обычно вы бываете. Как вы назвали свою команду, какой девиз вы придумали? Наша команда называется очень просто «Якутия вперед», потому что передача новостная у нас тоже называется «Якутия», поэтому мы назвались «Якутия вперед». Логично и все верно. И девиз ваш? Наш девиз «Якутия вперед, безусловно, нас победа ждет». Галина Чекурова, корреспондент службы новостей телеканала «Якутия-24» с годичным стажем. Очень любит свою работу, уверена, что рождена для нее. Она один из создателей видеосюжетов для новостей. И своим самым ярким видеосюжетом считает материал о чемпионате по шахматам с участием гроссмейстеров, к которому подошла весьма ответственно и креативно. Так что у телезрителей не было сомнений, что шахматы – это скучный вид спорта. В свободное время Галина любит раскрашивать картины по номерам и танцевать. Ведущую новостей Валерию Наумову можно не только увидеть по телевизору, но и услышать на городском радио. А в Якутии-24 девушка работает уже 2 года. Признается, что больше всего ей нравится делать сюжеты, а не просто читать новости в студии. Потому что выезд на съемки – это всегда разные темы, интересные люди. Валерия даже сравнивает подготовку видеосюжета с вынашиванием и рождением ребенка. Да, аналогия верная, мы согласны. Сергея Михедова всегда узнают на улицах, но чаще стесняются и поэтому не подходят и не просят автограф. Хотя, как убеждает нас Сергей, он вовсе не против совместного фото. Так что, уважаемые телезрители, не стесняйтесь. Сергей работает на ТВ вот уже 6 лет, есть опыт работы в Краснодарском крае и тоже ведущим новостей. В свободное время телезвезда любит активный отдых на природе, обожает встречаться с друзьями на даче, где с удовольствием угощает их шашлыком собственного приготовления. И у Сергея есть свои секретные рецепты маринада, которыми он сегодня с нами не поделился. Ну, на то они и секретные. А сейчас я приглашаю в нашу студию команду, представляющую телезрителей канала «Якутия-24», причем юных телезрителей. Это Кирилл Григорьев, ученик 10 класса физико-технического лицея имени Ларионова города Якутска, Виктория Амосова, ученица 9 класса школы номер 1, и Дарина Бродникова, ученица 11 класса школы номер 31 города Якутска. Здравствуйте, ребята, мы очень рады вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, название вашей команды и, возможно, девиз. Название нашей команды «Ура-Хайдар». Наш девиз «Уруй, Айхал, Айхал, Айхал». О, а почему так, позвольте спросить? В нас живут патриоты, безусловно. Ой, ну как Да. здорово. Вот вы посмотрите, с кем вам предстоит играть. Ребят, ну не могу не задать вопрос, да, поскольку мы сегодня вас представили как юные телезрители телеканала НВК Саха-Якутия-24. Какую программу вы больше всего любите смотреть на каналах? Может быть, что-то вспомните сейчас? Ну, новость, безусловно. Да. Ребята, рады слышать это. Лично я очень люблю передачу «Просто вкусно». Я люблю кушать. Ага. Ну, значит, у Дарины есть тоже свое мнение на этот счет. Дарина? На самом деле есть передача, я не знаю, я не уверена, где ее показывают, скорее всего, на НВК Саха. Саха Сатаба Тагахов. Так, это НВК. Да, Огромное спасибо вам за то, что вы смотрите наши передачи. Ученик 10 класса физико-технического лицея Кирилл Григорьев серьезно увлекается видеографией и режиссурой и в будущем хочет стать телережиссером. Уверенно говорит, что он наш будущий коллега. Кирилл, мы тебя с радостью ждем в стенах НВК. Виктория Амосова, несмотря на то, что учится только в 9 классе, уже самый настоящий СММ-специалист и продюсер.
Она состоит в креативном сообществе АЯР при НВК Саха и на сегодня уже определилась со своей будущей профессией. Виктория хочет развивать в республике сферу медиа. А проект, к чему она была причастна и чем очень гордится, это молодежный фестиваль «Мусустар». Дарина Бродникова учится в 11 классе 31-й школы и в будущем хочет стать видеооператором. Поэтому после экзаменов планирует поступать на это направление. Всех троих – Дарину, Кирилла и Викторию – объединяет не только общее увлечение медиасферой, они вместе состоят в активе парка будущих поколений, нацеленный на развитие талантов молодежи и их поддержку. Так что мы уверены, что эту троицу ждет большое и светлое будущее. Вначале в эту студию мы пригласили телезвезд команды «Якутию вперед», поэтому вопрос из школьной программы сначала звучит для вас. Внимание на экран. Какое животное является самым крупным в мире? Так, как-то задумались Кит, телезвезды кит или слон? телевидения. 45 Знаешь? секунд дается на размышление. Кит, наверное. И ваш ответ? Пусть будет кит. Давайте сверимся с учителем. Что скажет она на этот счет? Самое крупное животное в нашем мире – это синий кит. Абсолютно верно. Верно. У вас уже есть диплом, у вас поздравляем. Школьники, давайте вопрос для вас. Внимание на экран. Как называется часть прямой, ограниченная с одной стороны? Ага, курс математики. Так, Я думаю, с Готово? справится. Луч. Луч. Все вместе ответим. Луч. Кирилл прямо так очень уверен, да? Давайте сверимся с учителем математики Артеческой школы. Данная геометрическая фигура называется луч. Абсолютно верно. Вот 1-1. посмотрите, как они уверенно отвечают. Да. Так, что... так, 1-1, а второй вопрос для команды «Якутия вперед». Назовите, пожалуйста, самую молодую букву русского алфавита. Ага, мой любимый вопрос. Точно нет. Понятно. Я? Конечно. Кратко? Мое, твое. Мое или кратко? Ее. Значит, Я не знаю. Ну, я должна знать. Я так сказала. Мне кажется, ну да. Ладно, пусть будет ее. Сверимся с учителем русского языка и литературы. Самая молодая буква русского алфавита – это буква «ё». Абсолютно верно. 2 балла. И встречный вопрос вне как бы, да, и викторины. Самая старая буква какая? твердый знак. Мягкий знак. О. О. Так, 2 балла у вас есть. Второй вопрос из школьной программы для Для ребят, школьников. юных телезрителей. Нормально, всё правильно. Назовите, пожалуйста, имя отца Александра Сергеевича Пушкина. Ну, это довольно очень сложный вопрос. Да. Сложно даже. Вы долго совещались. Может, даже Да. Павел? Ага. Может, Типа, Александр? может, Сергей? И ваш ответ? Сергей. Пошутил так Андрей Школьников, учитель истории Международной артической Каприкинь. школы. Давайте сверимся, как же он отвечает сам на этот вопрос. Да, вы совершенно правы. Отца Александра Сергеевича Пушкина звали Сергей. Вау! Я хочу вам задать вопрос. Как фамилия мужа у Надежды Крупской? Крупской. У мужа? Крупскую. Ну, я думаю, Крупский. Нет. Нет? Крупскую. Нет. 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 А за ответ нам красную фишку, да? Ну, я думаю, это не считается, да? Это не считается, конечно, это для викторины, так просто. Владимир Ильич Ленин. А, так они разве были женаты? Они были женаты. Это официально муж. Просто фамилию она не. Так, А, и по последнему вопросу команда «Якутские телезвезды», внимание на экран. Скажите, пожалуйста, какая наука изучает рыб? Рыбы. Рыба. Ром, не в мою смену. Подожди. Подожди. Ихтиология. По-моему, да. Да. Так, Ну давай. как так тихо тебе вы доверяю. говорите, Сергей? будто- Да я подумал просто. Ага. Да? А я тебе другого доверяю. Ну, вариантов нет. Ну да. Ихтиология. Давайте сверимся.
Наука, которая занимается изучением рыб, это ихтиология. Ихтиология. Нормально. Молодцы, 3 очка у вас уже есть. И последний вопрос для ребят. Внимание на экран. Продолжите строки. Не жалею, не зову, не плачу. Кирилл, Да. Вариант есть? как-то вот... Вспоминаете, да? Да. У вас Кажется- очень такое лицо напряженное. Вы вспоминаете. Возможно, да. Не будем мешать. Возможно, у меня голова просто болит. Ваш вариант какой? Дарина, Виктория? Не вспомню даже. Ответа нет, да? Да. Давайте послушаем правильные ответы и автора этих фраз, этого стихотворения. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Сергей Александрович Есенин. Вот так вот. Школьная программа, старшие классы. Вы, наверное, конечно, помните, да? И автора. Итак, получается, что у нас команда Якутия вперед заработала 3 очка, команда Уран-Хайдар, 2 заработала балла. 2 балла, поэтому вы меняетесь местами. Итак, команда красных стартует первыми. Бросайте кубик. Кто стартует, Галина или Сергей? Галина, да? Галина, бросайте кубик. Какую цифру хотели бы? 6. Сразу 6, шесть, смело уверенно. сказала Галина. Но 3. Вам предстоит пантомима. Пантомима. Вначале подходите к нашему столику, выбираем любую Да. карточку, которая вам Пантомимология. понравится. Смотрим на желтый Да. фон. Диплом Своим доставай. ребятам не показываем карточку, я вам подскажу. Вам нужно будет это изобразить без слов и без звуков, чтобы ребята поняли. Поехали! 2 Два слова. Штаны, брюки, бедра, бедра, бедра. Вилять бедрами, завязка на глаза. Это забедренная повязка, бедренная повязка, на бедре. Ну, с повязкой, набедренная повязка. Да, Сергей помог. Галина, делайте 3 шага вперед. Ваша фишка красного цвета. Так, и раз, два, 3. Отлично. Игра стартовала. Ребята, Команда- продолжайте. Кто бросает кубик? Кирилл, да? Кирилл, бросайте. Вот, вот. Как-то вы немножко сникли, мне кажется, да? Нет, нет. Ой, как. 6. Присаживайтесь на диванчик. Я вас предупреждала. В этом случае вопрос задает преподаватель филфака СЛФУ. Внимание на экран. Отвечайте все вместе. Определенно первенство по количеству неправильного употребления принадлежит собирательному числительному «сколько». Используя его в речи, задайте 2 уточняющих вопроса. Первый вопрос. Спросите о времени завершения работы музея. И второй вопрос. Спросите, к какому времени вам нужно подойти навстречу. Для интереса вы тоже можете подумать, но не подсказывайте ребятам. Вопрос непростой на самом деле. Закрывается? Это неправильно. Скольки часам, типа? Нет, именно склоняется так. К скольки часам нужно пойти? И второй что-то. Во сколько? Во сколько закрывается? Во Ну, это легкий вопрос просто подано. Ага. Ну, там же типа она неправильно употребляется. Что неправильно? Так, и какие у вас варианты? Да. Во сколько заканчивается? Давайте. Во сколько закрывается музей вроде бы? И ко скольки подойти? Так, хорошо, ответ принимается. Давайте сверимся с Дмитрием Жирковым, как он скажет нам на этот счет, какой правильный ответ он нам предложит, как преподаватель филологического факультета. Во сколько часов подойти? Чтобы узнать, во сколько завершается работа музея, правильно задать вопрос следующим образом. Во сколько завершается? До скольких работает музей? Чтобы спросить о времени появления на встрече, нужно задать вопрос следующим образом. К скольким нужно явиться? До скольких? Мы никогда не говорим, да, мы до скольки. Ну вот, оказывается, по правилам русского языка нужно говорить именно так. Ваша фишка стоит на месте, то есть пока вы шага не делаете, команда красных продолжает игру. Лера, я думаю, ваш, да, черед бросать кубик.
Сколько выкидываем? Давай, Ну, 6. 6 это опять Шесть? может быть Да. без Давай Жирков пятерочку. Ну давай. подобным давай вопросом. сколько-нибудь побраться. Сколько-нибудь. 3. Подожди, Подожди, Лера. Вначале вам нужно узнать, какое задание вам достается, а достается вам пантомима. Пантомима. Поехали. Два слова. Книжка. Книга. Справочник. Строка. Ты. Я читаю. Лера. Я читаю. Новости. Я читаю. Радио. Что? Я читаю стих, я читаю Новости. Я речь, читаю. я читаю что? Речь, что имеется в виду? Голосом, Я слышу. слухом. Я читаю слухом. Что? Я читаю на слух. Вслух? Я читаю вслух, да? Я читаю вслух. На слух. Я читаю на слух. слух. Я читаю. Я читаю. Я Я не. вслух читаю. Нет. Не читаю вслух. Но читаю. Я читаю. Без я. Читаю вслух. Читаю. Читаю вслух. Читать Читаю вслух. на слух. Читать читаю, вслух. Слушаю. читать. Слышу. Читаю на слух. Читаю на слух. Читаю. Вслух. Читаю вслух. Ответ какой, Лера? Чтение вслух. Просто. Ну, пантомимология там точно не пройдена. Этот университет мы явно не заканчиваем. Да, чисто Так, из-за ваша этого фишка, нет. к сожалению, стоит на месте. Команда синих продолжает игру. Виктория, бросайте кубик. Видите, как очень у нас азартно и все серьезно. Бросайте кубик. 3. 3. То же самое. Пантомима. А, Да. Пантомима, да. Пантомима. Желтого Желтый цвета. фон. Поехали. Два слова. Девочка с головным убором. Девочка. Она. Волосы. Волосы. Одела. Кепка. Шляпа. Шляпа. Я шляпа. А, Наша шляпа. Мы шляпы. Они... 20 секунд. Давай. Наряжаться, надевать шляпу. Я. Она. Не я? Вы. Женщина. 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 Женская шляпа. Надевает шляпу. Женская шляпа. Да. Женская шляпа. Ну, Кирилл, молодец, да. Молодец. Абсолютно верно. Так, Виктория, ваша фишка синего цвета, делайте 3 шага вперед. И получается, что вы встанете рядом буквально команда. Ой, да. Вот так, смело двигайтесь. Как без церемона, да. Сергей, бросайте кубик. Ладно, пятерка. Пятерку. Ну что-то вот, чтоб... Закадываем 5. Ага, давай. Оп. Посмотрим. 3. Пантомима, ваша любимая, Сергей. Смотрим на зеленый фон. Поехали. 2 слова. Второе слово. Пьешь, жарко, не можешь, чай. Болеешь? Чай. Простыл. Лимонный чай. Бульон куриный. Ну там Чай? напиток. Терафлю типа. Напиток. Что? Лимон. Ну это какой-то напиток. Да, какой-то напиток. Напиток. Горячий? 4. Кофе? Кофейный напиток. Кофейное? Второе слово. Первое угадываем. Молочный? Молотый кофе. Молотый кофе? Растворим, жаркий, горячий кофе. Потрясающий. Вкусный кофе, вкусный. Потрясающий. Ароматный. Какой? Ну, блин. Свежемолотый. Как показать, а? Не знаю, вот, извините. Вам понадобилось, чтобы угадать, что речь идет о кофе. Ну. 4. Напиток. Так, команда синих, давайте, ребята, бросайте кубик. У вас есть все шансы вырваться вперед. 3. Тоже пантомима, зеленый фон. Выбираем карточку. Так. Поехали. Корова доить. Ехать. Ехать. Едет. Плывет. Рулить, водить. Ну, это езда. Это транспортное средство какое-то. Здесь. Здесь. Кататься. На полу. На полу. Поехали. Едет. Рулит. 15 водит. секунд. По рельсам направление. Направление, рельсы. Левая. Налево. Поворотка. Поворачивает.
Едет налево. Едет Едет налево. поворот. Ответ какой? Дорога налево. Да. О, Господи. Хотелось объяснить, типа, Чуть-чуть тоже. Да, если бы машина немножко едет побольше, на да, чем? дорога На налево, дороге. я думаю, что На ты дороге угадал. какой? Которая налево? К сожалению, ваша фишка также стоит на месте, а команда Команда красных красных. продолжает. Что делаем? Якутия вперед. Бросаем для начала. а там- Давай, сколько хочешь? 5. Ты, Сережа. Давай пятерочку, нормально. Нормально. Ну, Два. ну хотя бы не... Рисовать. Поехали. Так, Человек, лицо рисуешь, да? шея, Плечи, плечи, груди, волосы, волосы, ага. Шевелюра прическа, какая-то. нос, Нос. Девушка, глаза. женщина. Девушка, девушка, женщина. Женщина, девушка, красавица. 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 Красивая девушка. Красивая девушка. Красивая женщина. Женщина. Красивая женщина. Красивая. Красивая. Надо рисовать. Ах, какая Ах, какая женщина! женщина. Красивая женщина, высокая женщина. Высокая женщина! Мадмуазель. Писать не надо. 10, ну, Лучшая красотка, женщина, мисс лучшая. мира, мисс вселенная. Время. Ответ какой? Очень красивая женщина. Вот, А по столько этим эмоций. можно было догадаться. Это очень красиво. Можете ставить. Команда синих продолжает игру. Очень красиво. 10 из 10. Кидайте. Одинерка. Говорить. Это говорить. Ага. Я думаю, что, Кирилл, вы справитесь. Выбираем Да. для начала карточку. Смотрим на синий фон. Поехали. Это какое-то средство, которое ты держишь в руке, и оно закрывает тебя от... Зонт. Солнце от дождя. Нужно Нет. нужно Солнце. говорить, а не показывать. Она защищает тебя от... От урагана. Фотосинтез это происходит от какого... От солнца. Ага, От солнца. зонтик. Солнечный зонтик. Зонт от солнца. От солнечного... Что еще раз? Ну, надо, давайте Да. фразу скажем. Зонт от солнечных лучей. Нет. Удара? Нет, проще. Зонт от проще. солнца. Зонт от солнца. Да. Да. Да, Да. а фотосинтез мне очень понравился. Делайте шаг вперед. Ваша фишка синего цвета. Отлично. Раз. Вы вырвались Ура. вперед. Лер, Так, Лера, бросайте. Так, ну давайте Ладно. мне пятерку, да? Что-нибудь другое. Почему вы хотите 5? Не знаю, мы Пока не готовы к пятерке. Что судьба Поэтому преподнесет? 5. Да. Что судьба преподнесет? Ну, малых, Два. Два. хотя бы. Рисование. Рисовать. Нормально. Это тяжело, оказывается. Поехали. Так, Куб. Холодильник. Да. холодильник. Все, что ли? Холодильник. Всё? Изи. Как повезет. Ну, Туалет! Так, Лера делает 2 шага вперед. Раз. И 2. Она вам отомстила, она пошила вам фишку. Ну, ребят, давайте, вы Так, давай. не унывайте, у вас есть большие шансы. Виктория, бросайте кубик. Не знаю, я хочу 4. Давайте 4. Это что Оп. будет, значит, у вас? 1. Ну ладно. Рисование. Рисовать. Поехали. Так, у нас есть типа Говорить не надо, Облако. молча рисовать. А, Это сито, короче, да, видимо? Да. Дуршлаг. Да, молодец, Кирилл, абсолютно верно. Да, и Виктория, делайте шаг вперед. Вы можете также смело подвинуть фишку красного цвета. Вот прямо сердце кровью обливается. Я смотрю вот по Здорово. Лериному лицу. Да. Этому тут тоже... Это уже не детская игра. Ребят, собрались. Присаживайтесь. Потому Давайте. что вас ожидает Дмитрий Дмитриевич Жирков со своим филологическим вопросом. Внимание, коллегиально. Назовите сокращенное наименование Северо-Восточного федерального университета. СФУ. Что? СФУ. СФУ? СФУ. Ну, Северо-Восточный федеральный университет. сокращенное. Ну, не аббревиатура, но СФУ пусть будет. Так, ваш ответ принят. Давайте сверимся с Дмитрием Дмитриевичем. Что он скажет на этот счет? Этот вопрос на самом деле каверзный. Правильное сокращенное название Северо-Восточного федерального университета СВФУ. Это же буквы. Поэтому-
вот так. Так, ваша фишка, к сожалению, стоит на месте, а команда синих продолжает игру. Дарина, ваша очередь бросать кубик. Давайте побольше сколько надо? и вырывайтесь Сколько вперед. надо? 5. О, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Рисовать. Рисовать. Поехали. Дарина, давайте. Человек. Человек. Человек играет на гитаре. Что он делает? Держит. Очевидно. Книга. Не знаю. Футболка. Он надевает футболку. Человек надевает футболку. Переодевает. Человек переодевается. Футболку переодевает. Человек переодевает футболку. Человек надевает футболку. Человек снимает 5 футболку. секунд. Можете что-то нарисовать еще? Человек гладит футболку. Человек снимает футболку. Так, и Дарина, какой ответ правильный? Переодевание ребенка? Что такое? Да, переодевание ребенка. Ребенка не Ребенка? показали. Мне Да. кажется, угадали вы, да? Ну, слово переодевать это хорошо, да, вы уже были. Это памперс? Это что? Типа костюм ребенка. Костюм ребенка. Так, ваша фишка стоит Было на не месте. такое. Команда красных, давайте бросаем кубик. Сергей. Дайте мне порисовать. Нужно пройти экватор игры, мне кажется, уже время. Да. 5. Давай. Так, раз, Тоже два, рисовать. да, 5 тоже. Рисовать? Поехали? Поехали. Камыш, ножки, Нет. Слон, мамонт, дерево, бревно. гантели. Нет, это архитектурное строение, которое называется... Оно на 202-м стоит, да? Колонны? Колонна просто? Колонны. Колонна. Давай. Три колонна. Колонна. Низ под фундамент. 4 слова. Так, 4. писать не надо. Цифру можно было бы просто указать. Сакисский Колонна. Колонна. 5 секунд. Зевс где живет? Олимп? Ротонда. Замок. Время. Забудьте, здание с белыми колоннами. Но это где Зевс живет, да. Ну, Где же? Но здание Но, с белыми колоннами. ну, наверное, с белыми колоннами. Я не знаю, где живет Зевс. Там гора вроде у него Так. какая-то была. Команда синих, давайте, Кирилл. мультики Геркулес. У него есть помещение. Упс, осторожно. 1. Пантомима, Кирилл. Поехали. Сколько слов? Снял тапок. Снял обувь. Снимает обувь. Разувается. Девушка разувается. Девочка разувается. Снимает обувь. Девочка. Снял обувь, бросил обувь, разулся. Ну, как будто бы. Показывай. 15 секунд. Обувь снял тапок. Обувь снял. Снять надо обувь. Сними обувь. Снял обувь, снята обувь. Снять все. Снять Время. Да, Снятие обуви. да. Она Да. сказала. Туда. На последней секунде буквально Виктория успела, вы вырвались вперед. Да. Давай не Но рисовать, да. посмотрим, Хорошо, я постараюсь. как справится с заданием Галина. 4. Да, Раз, два, мы три. Да, красные, пантомима. Поехали. 3 слова. 2 слова. Скачки. Велосипед. Велосипед. Велосипедные гонки. Дорожка Велосипедная велосипедная дорога. велосипедная Так, 4 шага вперед. Раз, 2, 3, 4. Да. И мы прошли Продвинулись. экватор игры. Команда синих, давайте. Так, кто? Я? Виктория, бросайте. Виктория. Надо много. Команда Уран Хайдар. Но не надо 6. Почему? У Дмитрия есть хороший вопрос. 2. Так. Стоп-кадр. Это стоп-кадр. Присаживайтесь. Присаживайтесь, вы отвечаете на этот вопрос втроем. Внимание на экран. Я уточняю, что популярное в последнее время либо сериал, либо кино. По слову Давай, кадру давай. нужно будет угадать. Угадывайте втроем. По этому Да. кадру вы должны угадать. Какой фильм, Фильм или либо сериал. Мы такое не смотрим. Да, возможно, Уэнсдей. Но это как... Явно. Вы не уверены, Ну, это да? Явно нет. Давайте посмотрим. Ну, ваш ответ мы принимаем. Посмотрим продолжение этого стоп-кадра, и вы убедитесь, так это или нет.
Да ладно. Это начало сериала, Да. когда она в обычной школе училась. Кирилл, давайте торжественно делайте два шага вперед. вперед. Таким образом, вы почти догоняете Сравнялись своих соперников. почти. Так. Давайте Раз. вместе посчитаем. Я кидал вот вообще. Ну ладно. Раз, два. Так, отлично, Изи. спасибо. Команда Якутия А вперед. вы догадались, да, каков супер? Нет. Нет, у нас там вообще снова 17. Снова 17. Настолько старый фильм, что смотрите, снова 17 раз. Так, было Лера, точно. спиной не Ага, поворачивайся. ага, Четверочку. ага. Подкинь, давай. Ну. Один. Рисовать. Давай. Рисовать, да. Холодильник давай. Поточно. Время. Поехали. Два слова. Лера, в другую сторону стань. Лера, Да рисуешь. рисуй! Морозильник. Что это? Это ноутбук, планшет, скамейка, машинка, врум-врум. Такси. 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 Первое Хорошо. слово, да? Второе слово такси. А сейчас первое угадываем, да? Такси. Калькулятор, пульт, автомат. Алло, телефон. Вызов такси. Вызвать такси. Вызывать такси. Вызывать такси. Вызывание такси. Вызов Вызов такси. Вызов такси. Вызов. 5 Заказ секунд. такси. 5 секунд. Заказать такси. Заказать такси. Заказывать такси. Заказал такси. Заказывание такси. Ну ты, ну-ка, еще раз. Заказ такси. Заказ такси. Да? Заказ такси. Да. У нас было. Он сказал потом, заказывай такси, заказывай маршрут. Да. Ну, я начал перебирать все варианты. Шаг вперед. Шаг вперед. Вот сюда вот. Желтый. Да. Ага. Раз. Молодец. Мы очень рады. И давайте, команда синих, продолжаем Через боль. игру. Дарина бросает кубик. Просто вырываем каждачку. 6. Это вопрос от Дмитрия Дмитриевича Жиркова. Пожалуйста, Дарин, присаживайтесь на диванчик. Поставьте правильное ударение. Свекла или свекла? Вот так вот. Свекла. Наверное, свекла. Зачем? Да, свекла. 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 Так, ответ принят. Сверимся. Правильный ответ – свекла. Ура! 6 шагов вперед. Супер, молодцы. 6 шагов вперед делает Дарина. Раз, Давай. От души Раз, толкай, да. 2, 3, 4, 5 и 6. И вы в шаге от финиша. Немного Ей. осталось. Сереж, давай. Давай, Сереж, ну. Сереж, Два. что такое? Пантомима. Пантомима, да. Хотели? Получай. Поехали. Одно слово. Силач, сильный, важный. Птица. Супермен. Опять свежемолотый, что это такое? Кофе, бармен. Чайник, заварочник, чайник. Чайник. Самовар. Да, самовар. Здорово. 2 шага вперед. 2 шага вперед. И раз, Вот это вот. Раз и два. два. Отлично. Вот это да. Свежемолотый, да, на всякий случай. 3. 2 задания. Так, выбираем карточку, Ладно. смотрим на пантомиму, какое задание вам подскажет. Поехали. Кирилл, поехали. Говорить не надо. Любить, ходить, делать предложение. Кушать. Это романтично кушать лапшу. Кушать пасту. Свидание. Свидание. Дальше. Свидание вслепую. Один на один. Нет, первое слово. Мгм. Свидание в одиночку. Один свидание. Подожди, что? Вот Первое это что? свидание. Что это значит? Первое свидание. Да. Правильно? Да. А что ты стоишь? Вообще нормально? Один. Отлично. Молодцы. Легко. Присаживайтесь на диванчик. Почему? Да. Потому что Легко. вас ждет Дмитрий Жирков со своим Дмитрий Жирков. вопросом. Поставьте правильное ударение. Издревле или издревле? На кону победа, да. поэтому, Да. наверное, Да. Издревле. 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 А мы так говорим, да, издревле. Да, засчитываем. Так, давайте, ответ принят. Сверимся с Дмитрием Жирковым и узнаем.
Правильный ответ – издревле. Победителем сегодняшнего шоу становится команда Уран Хайдар Школьники. Дорогие телезрители. Давайте все Давайте вместе. торжественно двигайте вашу фишку на один шаг вперед. И таким образом вы определяете исход сегодняшней игры. Мы вручаем вам возможность самостоятельно выбрать себе подарок. Поможет вам в этом сертификат в магазин 100 подарков. Ничего себе, здесь еще и подарки. Да, мы еще раздаем подарки. Вау, пойдемте зарплату тратить. Так, присаживайтесь. Присаживайтесь. Якутия вперед. Как у вас настроение? Хорошо. Хорошо. Значит, в 3-й раз повезет. Да, Сергей, мы вас ждем в 3-й раз. Лера, какие у вас ощущения, какие у вас были прогнозы, какого задания, может быть, вы больше всего боялись? И нам. Вообще, на самом деле, очень интересные вопросы задает преподаватель СВФУ, да? Если мы запомним. Да, казалось бы, элементарный вопрос, но на самом деле, да, вот это был классный вопрос. Мне понравился. Да, здорово. А Галина? Ну, мне все понравилось. Я тут немножко энергии своей выплеснула. Мне это необходимо хотя бы раз в неделю делать. Так что мне все очень нравится. Очень классно. Итак, Сергей, вы в прошлый раз тоже проиграли, насколько я помню. Да, да. Причем, как ни странно, в прошлый раз вопросы были проще, но мы все равно проиграли. Энергетика с тобой неприятная. Нет, мне все-таки, наверное, надо прийти 3-й раз, чтобы точно победить. В этот раз какое задание вас больше всего? Ну, здание с белыми колоннами нарисовать просто, и это... Ну, у всех. Да, Это тут надо начинать, я уже понял, надо предложение, подлежащее сказуемое, там, сделать транскрипцию сначала, а потом уже по каждому слову. Ну, это уже, как говорится, потом приходит. Уже приходит потом понимание. Огромное спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике, пришли в нашу передачу. Ну и да, действительно, немножко выплеснули свою энергию, потому что я понимаю, как вам там нужно себя вести, очень собранно и сдержанно. Спасибо вам огромное. Ребята, ну, сложно было, да, с ними бороться? Да. Вот серьезно, я на вашем месте давно бы уже развернулась. Пока-пока, да? Как у вас настроение, как ощущение, какое задание вам больше всего не понравилось? Давайте так. Мне очень стыдно за то, что я не сказала, какая фамилия у мужчины. Это не войдет в зачет. А, да? Конечно. Ну, все равно. Ну, вообще Ульянов, наверное. Ульянов, да. Ульянов, Вы не прогуглили Ленин. потом, да? Нет, у меня телефона нет, к сожалению. В общем, мне этот мужчина очень понравился, Жирков. Да. Потому что сперва он дал нам шанс их обогнать, и под конец, то есть опять вопрос от него, я думаю, блин, хоть бы нормальный вопрос, да? И как раз-таки он нам преподнес победу, получается так. Из свекла и из древле. Да. Хотя Но вот вы как- же знали ответ, это не Да. он, а вы, скорее всего. Ну, да. молодцы. Так, Виктория. Мне очень понравилось. Вот это прям от души. Мы в шоке. Очень классная передача. Кто придумал, ставлю лайк. Всем советую, приходите сюда сниматься. Здорово, спасибо вам за слова ваши. И Дарин, какое задание вам не понравилось? Почему-то никто об этом не говорит. Давайте вы скажете. Наверное, это пантомима. Сложно было для Да, вас, да? сложно четко выражать свои эмоции, показывать действия и так далее. Ага. Мгм. Так, а какое наоборот было легким для вас? Рисовать? Первое. Ну, интересно. Рисовать, да. Я согласна с вами. Но переодевание ребенка это невозможно, мне кажется. Что ж, огромное спасибо еще раз за игру. Я желаю вам удачи. Приходите к нам еще. Радуйте нас и телезрителей. Дорогие друзья, ну, как вы поняли, даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!